Доброе утро, уважаемые телезрители. На телеканале Якутия-24 новости в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Для ограничения социальных контактов Путин продлил порядок начисления выплат на детей. Финишная прямая. Дорожные работы в столице на стадии завершения. Что осталось сделать и доделать? К столетнему юбилею Дмитрия Красильникова в столице открыли выставку в мультимедийном музее «Россия. Моя история». Президент России Владимир Путин подписал поправки в жилищный кодекс о снижении платы за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно. Законом устанавливается, что при оказании услуг с нарушением качества жителям должны сделать перерасчет платы. До сих пор перерасчет полагалось сделать лишь если услуги предоставляются с перерывами. Сделать перерасчет платы должна управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ или жилищный кооператив. Владимир Путин также поручил рассмотреть вопрос о новой выплате на детей. Президент подписал закон, по которому срок автоматического начисления выплат на первого и второго ребенка до 3 лет продлевается до марта следующего года. Такой порядок действовал с апреля и заканчивался в октябре. Речь идет о семьях, среднедушевой размер дохода которых не больше 2 прожиточных минимумов. Разработчики надеются, что таким образом удастся сохранить здоровье родителей и детей, ограничив их социальные контакты. Дорожные работы в Якутске на завершающей стадии. В настоящее время на 4 улицах столицы ведут электромонтажные работы фонаря освещения. Это завершающая стадия национального проекта «Безопасные и качественные дороги», которая должна быть сдана комиссии до конца этого месяца. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Не знаю, насколько это правильно. Засыпать снег песком, утрамбовывать его. Эти кадры отсняты минувшим днем представителями Общероссийского народного фронта. А в районе речного порта мы видим, как погрузчик отсыпает песком промерзлую заснеженную дорогу. Сейчас мы по нашему обращению будет ответ. Пока ответа не было, потому что это только произошло, наше обращение. И да, мы делаем все это моментально, да, но то еще раз говорю, реакция есть. Раньше просто отмахивались. Заказчик работы МКУ «Главстрой» пояснил, что работы эти не входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт участка не бетонируется, а подобную отсыпку можно совершать и в декабре месяце. Ситуацию мы также взяли под контроль, будем ждать ответной реакции. Ну а пока переместимся в центр города. Сейчас здесь идет завершающий этап дорожных работ как раз-таки по нацпроекту. Дорожные работы практически завершены. Сейчас работы остались только на 4 улицах, в том числе на Курашова, где ведутся в том числе работы по выносу вот таких вот искривленных опор освещения. Такие же работы ведутся на перекрестке Курашова-Орджоникидзе. На завершающей стадии замена фундаментов опор освещения, замена светильников, вынос электрических сетей. Осталась замена 2 свай и замена светильников. И до какого числа? 31 октября должен закончиться. Да. Рабочая комиссия в эти дни ведет ежедневный мониторинг и приемку уже выполненных работ, в том числе и по асфальтированию дорог. Нарушения есть, но не критичные, отмечают в Главстрое. Рабочая комиссия, на то и рабочая комиссия, чтобы выявлять те или иные дефекты. Если есть дефекты, то подрядчик устраняет, конечно. Много таких нареканий? Незначительные эти замечания. Допустим, ограждение кривого косого, знаки покосившиеся, не по асфальту. Что касается асфальтобетонных работ, второй год независимую экспертизу ведет Якутский научно-исследовательский институт. Ученые проверяют не только технологию укладки асфальта, но и качество самой асфальтобетонной смеси. Предварительные данные мониторинга показали, что 90% дорожных уплотнений выполнены без нарушений. Если сравнивать с прошлым годом, то качество уплотнения гораздо лучше. Допустим, вот по пористым смесям практических замечаний нету, это которые идут в нижние слои. По плотным смесям, которые идут на верхний слой, есть вот на данный момент только по улице Петровского. Обработка данных пока продолжается.
на следующей неделе будет закончено. Напомним, в рамках нацпроекта в этом году в столице ведется масштабный капитальный ремонт, которым охвачены 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километра. Рабочая комиссия оценит качество проделанных работ до конца октября. Между тем, главными оценщиками здесь выступают, конечно же, жители столицы, пешеходы и автолюбители, которые ежедневно передвигаются по этим улицам. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Айсен Николаев провел очередное заседание оперативного штаба республики. На этот раз речь шла о сокращении срока ожидания результатов анализов на COVID-19, вакцинации от гриппа и ОРВИ, также работе городских автобусных маршрутов. Если в медучреждениях Якутска проблему ожидания результатов тестирования на отчасти удалось решить, то в ряде районов она все еще актуальна. Глава Якутии дал поручение доложить до пятницы окончательную маршрутизацию и фактическое сокращение этих сроков. Цитата. «Ожидание результатов тестирования на COVID-19 не должно превышать 3-4 дней. Люди пишут, что ждут итоги анализов неделю. На протяжении этого времени они не только не получают лечение, но и заражают своих родных и близких. Это недопустимо», сказал глава республики. Ну а Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, в частности, в транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23 часов ночи до 6 утра. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции. Регионам рекомендовали проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. Параллельно в субъектах действуют свои ограничения. Управляющие компании Мирного ведут активное обеззараживание подъездов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Там организовали комплексные меры по санобработке в многоквартирном фонде. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, УК обязаны проводить дезинфекцию ежедневно. Обработке должны подвергаться перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифтов, домофона, двери и стенки лифтов. Контроль качества обеззараживания ведется также ежедневно. Ежедневно с утра, желательно около 6-7 часов утра это начинает делаться, чтобы люди уже выходили, дезинфекция была проведена. Занимаются санитарно-антисептической обработкой. Это поверхности стен, потолков и полов, также лифты, ручки, перила. В полном объеме обрабатываются антисептическими концентратами типа дисхлор, белизна. Также управляющая компания в плановом режиме ведет работы с компанией ООО «Дизактор», которая у нас проводит дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию мусорных ниш. Формат онлайн-обучения успешно используют педагоги Центра дополнительного образования СРГ в городе Ленске. Для своей деятельности они задействовали все популярные интернет-платформы, мессенджеры и соцсети. И количество просмотров их уроков растет с каждым днем, а виртуальных учеников прибавляется. С педагогами этого центра в СРГ встретилась наш корреспондент Анна Кожевникова. 25 тысяч просмотров на Ютубе за время дистанционного обучения заработал Центр дополнительного образования СРГ. Этот новый учебный год пришлось продолжить в формате онлайн-обучения. Но педагоги, уже имея опыт такой работы, были готовы. Смотрим. Нога. Назад. Нога. Назад. Марш. Посмотрели. Несмотря на сложности пандемии, в СРГ появились новые направления. Это студия гитары для взрослых и детей, школа КВН, движение «Я волонтер», хендмейд, студия «Арт-декор», тоже для детей и взрослых, студия классического танца для детей с 4 лет. А на базе станции юных натуралистов студия ландшафтного дизайна с использованием учебно-опытных участков и туристско-краеведческое направление, в рамках которого будут проходить экспедиции по родному краю. Набирают обороты и спорт-направления. Это аэробика, это растяжка, это силовой тренинг. Так как открылись мы только в этом году, очень пользуются спросом. Людей в основной набор 60 человек, и взрослая, и детская группа, то есть взрослых 47, и детей 13 человек. И в резерве еще около 30 человек. С помощью Инстаграма, Ютуба и Зум, а также соцсетей мессенджеров происходит общение и обратная связь не только участников фитнес-студий, но и всех других секций. Также мы используем ресурсы такие, как Инстаграм, WhatsApp для обратной связи, платформу Zoom, где раз в неделю педагоги все равно встречаются с обучающимися для онлайн-встреч, для обсуждения каких-то интересных вопросов, интересных людей. Плюс еще используем для
обратной связи, когда дети записывают интересные видео, сами выполняют задания. Популярные сети – это TikTok, лайки, точнее, и так далее. Евгения Дуплинская отметила, что в этом году коллектив стал более опытным в разработке уроков онлайн-обучения и заранее подготовился к новому формату работы. К тому же все летние площадки отдыха проходили в дистанционной форме, а сразу весной, как только стал вводиться новый способ работы, педагоги прошли курсы повышения квалификации, где обучились навыкам дистанционного преподавания. Ну а секции в онлайн-формате стали не менее популярные, чем традиционные. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К столетнему юбилею Дмитрия Красильникова в мультимедийном музее «Россия. Моя история» в Якутске открылась выставка. На экспозиции представлены его работы, награды, личные вещи. Сюжет Полины Долинской. Мой отец Дмитрий Данилович достоин, чтобы его помнили и отмечали его юбилей. Он прожил достойную жизнь. Прошел войну, сделал значительный вклад в науку, прославил республику, имена якутских ученых. Он очень любил родину, якутскую природу, был гордым якутом. Дмитрий Данилович Красильников является одним из основателей Якутской школы космофизики и организатором исследования широких атмосферных ливней космических лучей Якутии. Под его научным руководством защищены 8 кандидатских диссертаций. Представитель поколения студентов 40-х, бывший красноармеец, он до последних дней занимался научно-исследовательской деятельностью. В честь его столетнего юбилея в мультимедийном парке «Россия. Моя история» организована выставка-экспозиция. Собирали материалы, конечно, всей семьей. То, что осталось у нас, хранится у нас дома, что на работе. То, что сумели сохранить. Конечно, это долгая, кропотливая работа. Не за один раз это собиралось. На выставке представлены многочисленные награды Дмитрия Даниловича, работы и личные вещи. С помощью тач-дисплеев посетители могут ознакомиться с биографией, трудовой научной деятельностью, а также с его фронтовым прошлым. Род Красильниковых продолжается до сих пор. Все представители этой славной фамилии пошли по стопам своего прародителя. Он привил любовь к физике своему сыну, внукам и старшим правнукам. Светлый образ отца, он пример для нас, по жизни для нас, детей и внуков. И я рассказываю еще студентам на классных часах, поскольку занимаюсь воспитательной работой. Но род отца у нас продолжается, в семье все физики. Выставка продлится до 20 ноября. Гости и жители столицы смогут посетить мультимедийный музей «Россия. Моя история» в рабочие часы со вторника по воскресенье. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте в курсе. Удачного вам дня. Берегите себя и здоровья.